Действительно, мы обратились в общественную палату с тем, чтобы на базе общественной палаты организовать некий постоянно действующий консультативный совет, мы его так назвали, для того, чтобы в рамках этого совета с привлечением не только оппозиционных партий и общественных организаций, но и общественных деятелей, и провластных, может быть, организаций, и власти, представителей власти самого президента, организовать такую некую площадку, где был бы постоянный диалог и обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней политики. Мы тут отметили в проекте соглашения ряд вопросов. Что мы это предлагаем? Мы все устали от политической дестабилизации, которая происходит перманентно в нашем обществе. Мы не хотим, это нам мешает развиваться. И у нас тоже есть практические работы государственной службы, не только политической, но и государственной службы. Есть практика, есть опыт, когда мы прорабатывали те или иные решения, вначале проговаривая с обществом. Сейчас эта практика, к сожалению, отсутствует. Решения в основной своей массе, судьбоносные решения, я бы сказал, принимаются кулуарно за спиной народа. Вот поэтому, чтобы не повторять опыт, не повторять негативный опыт, может быть, и прошлых периодов каких-то, может быть, в первую очередь сейчас речь идет о государственной даче Пицунда, да, о которой сейчас мы все говорим. Это взбудоражило нашу общественность. Почему? Потому что в первую очередь сама подача, сам подход, методология, это все было сделано неправильно. Такие вещи за спиной народа подписывать нельзя. 186 гектаров земли. Хочу вам сказать, что это самый лучший участок всего Черного моря. Не просто в Абхазии, а всего Черного моря, Черноморского бассейна. И для Абхазии у нас не такая большая территория, чтобы у нас территория в 2000 раз меньше, чем, допустим, в Российской Федерации. Поэтому каждый клочок имеет для нас серьезное значение. Поэтому, если бы этот вопрос предварительно власть обсудила бы с обществом в рамках той или иной площадки, у власти была бы возможность получить обратную связь. Вот для того, чтобы исправить эту ошибку, благо, насколько мы понимаем, благодаря усилиям общественников, в том числе общественных деятелей, независимых, и та встреча, которая была позавчера у президента с ветеранами войны, с общественниками и с представителями города Пицунда, о них стали мы забывать в последнее время, когда особенно власть пытается эту тему перевести в плоскость противостояния оппозиции и власти. На самом деле 2000 подписей было жителей города Пицунда. А о них почему власть не вспоминает? Поэтому, насколько я понял, на этой встрече было достигнуто понимание о том, что это решение неправильное, это решение нужно дорабатывать, соглашение нужно менять с учетом тех предложений, которые есть у юристов и общественных деятелей. На мой взгляд, этот вопрос уже закрыт, да? Я так понимаю. И слава Богу. Но, чтобы дальше у нас не было таких проблем и эксцессов, давайте разговаривать. Еще раз говорю, мы против дестабилизации в обществе. Нам нужна стабильность. Сейчас неспокойное время в мире в целом. Идет война, она началась не только сейчас в Украине, идет много процессов, которые меняют миропорядок. В этих условиях нам нужно найти внутренний баланс и думать о серьезных вызовах, которые исходят извне. Но я никак не могу согласиться с главой государства, который когда абхазская поговорка «Ари бащон» или «Хабыр пшагонга». Здесь идет такая ситуация в мире, мы занимаемся дачами, апартаменты и так далее, какая-то повестка у нас непонятная, оторванная от реальности. Давайте сейчас мы предлагаем власти именно такой подход. Общественная палата сделала ряд усилий, надо это оценивать. Кстати, предлагала и ранее встретиться, и власть, насколько мы понимаем, была к этому готова. Это все хорошо. Сейчас, насколько мы понимаем, глава государства выехал за пределы страны. Как он вернется, буквально через неделю, мы рассчитываем на то, что президент, его окружение и мы, те, кто инициировал этот проект соглашения, будем иметь возможность в открытом формате, где вы все журналисты, независимые СМИ будете присутствовать,
обсудить текущее состояние дел в стране и этот документ. Вот если вкратце тема вот сегодняшняя такая. Спасибо.